Welcome to Anti-Terror Channel. Be kind and friendly. The ancient Chechens are here. Stop being Arab and go back to your own roots. Assalamu alaikum. Валейкум ассалям. Ты чеченец? Да. Мусульманин? Нет. Атеист, получается? Ну, в мире 2000 разных религий и богов. Ты признаешь Зевса богом? Нет. Значит, атеист? Нет. Ну вот и я не атеист. А почему не веришь в ислам? Ну, потому что это первобытное мировоззрение бедуинов из пустыни. Допустим, много хадисов, которые были предсказаны 1400 лет назад, которые только что сбылись. Какое именно? Ну, допустим, 360 суставов в человеке говорились 1400 лет назад. И только недавно было это обнаружено. Во-первых, это недавно не обнаружено, а 360 суставов это говорили древние китайцы-конфуцианцы, которые с космогонией сравнивали тело человека и говорили, что тело человека это маленькая вселенная. Сверху большая Потому что вселенная, а Луна была человек это... разделена. Что человек это маленькая вселенная. И они утверждал это Дон Джу, по-моему, его имя. Самый древний То, что была трактат, я сейчас Луна. закончу, тогда ответишь. И самый древний трактат на 1000 лет, он старше, чем ислама, это китайский свиток, где сказано, что 360 суставов в теле человека. Это сравнивается с круглым числом года, дней в году. Так вот, недавно не было открыто ничего, это давно уже даже есть по именам все эти суставы названы. В теле человека 420 суставов. Если хочешь, ты можешь посмотреть в Ютубе даже по этой книге анатомической. Каждый сустав, где показывает, это английский блогер, и название его даже высказывает. Что 360 градусов, точнее суставов в теле человека, это есть только на исламских сайтах. Ни в одном научном, ни в одной научной статье, либо книге по анатомии, ты нигде в этом мире не найдешь, что 360 градусов. 420 градусов этих суставов, и более того, они меняются. Нету определенного числа, они меняются с возрастом. Количества определенного нету, но он варьируется в пределах 420 суставов. А то, что Луна была разделена. Сейчас НАСА это подтвердило. НАСА подтвердило. Нет, НАСА, могу тебе показать скриншот. НАСА на официальной своей странице дала ответ этому, чтобы люди не верили всякому бреду, который распространяется в интернете, что вся информация, которая относится к НАСА, находится на официальной ихнем сайте. Если на ихнем сайте нету этого, пожалуйста, не верьте всему, что в интернете. Официальное опровержение они дали из-за вот этих всех вещей. Ну покажи. Показать? Хорошо. Да. Сейчас. В общем, все, на что ссылаются мусульмане в своей аргументации. Сейчас выведу на экран. Сейчас, секунду, подниму вас. В общем, все они ссылаются на сайты
И разносят это, что Луна была типа якобы НАСА подтвердила, что Луна расколота. Все они ссылаются на научные доказательства, научные, конечно же, в кавычках, доказательства раскола Луны. Все они ссылаются на исламские сайты islamtoday.ru, islam.ru, Ислам Казахстан, islam.dag.ru. Так вот, это вот борозды, а не раскол. Это линейная борозда Аридея, названа в честь расположенного рядом кратера Аридея. Действительно ли борозда является следом древнего раскола? Нет, борозда Аридея составляет 247 километров, в то время как длина экватора Луны составляет 10 920 километров. То есть, если Луна расколота, то она полностью в окружности должна быть, борозда. Она только на части, на вот такой части. Природа борозды связана с тектоническими разломами, которых даже на Земле огромное количество. Значит ли это, что Земля тоже раскалывалась надвое? Разумеется, нет. Когда в интернете появились разговоры, что данный разлом подтверждает чудо Корана, на одном из официальных сайтов НАСА ученый Брэд Бейли сказал: «Моя рекомендация вам не верить всему, что вы читаете в интернете. Рецензируемые статьи являются единственными научно обоснованными источниками информации. Ни одно из современных научных свидетельств не говорит о том, что Луна была разделена на две или более части, а затем вновь собрана в какой-либо момент». Вот официальный сайт НАСА. Вот Брэд Бейли отвечает. На официальном сайте сервис NASA Go. Вот и все. Вот она, борозда, это тектонический разлом на Луне. И она не полностью окружности. Из этого сделали Ислам.ру чудо Корана. Вот такие вот пироги, Дон. Трансляции с гостями. Сейчас. Salamı dua tahuyu tavuştayo. Мен hangi şu? Hügü şu hava hügü bu hava humilo hava Окумел Пучухиян. Хуюца уж. Ne sabahleyin da ya na hata kirste da bahya. Чурб. Ой, я говно. Seni Давай ты таекуза. Кусок говна. Вопрос можно тебе задать? Не можно. Секунду надо подождать. Я сейчас закончу и можно будет. Давай. Сейчас можно будет, секунду. Не спеши, не опоздаешь. Такс. Ну, мы это все видели, зачем нам это все? Мы это кто? Ты за всех зрителей моих отвечаешь, что ли? Если ты видел, микрофон выключи и жди пока. Кто не видел, посмотрит. Ну ты нас зачем принял? Чтобы мы смотрели что-то или разговаривали с тобой? Вот когда я закончу, обратно поднимешь руку, и я приму тебя. Извини, что я тебя принял. Есть чудеса, которые я называю чудесами из соцсети, которые были сфабрикованы исключительно для лайков, репостов и просмотров. Возьмем, к примеру, чудо о том, что ученые обнаружили, что в человеческом теле 360 суставов. В точности, как об этом говорится в одном хадисе. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал:
Поистине, каждый человек из числа сынов Адама сотворен из 360 суставов. Но нам известно, что то, о чем написано в этом хадисе, было выдумано задолго до ислама. А именно китайским философом по имени Дон Джун Шу за 800 лет до ислама. В своей книге, которая, между прочим, является одной из самых знаменитых китайских книг, он говорит, число суставов в человеческом теле 360. Но он не преподносит это как научное знание. Что я имею в виду? Так это то, что он не вскрывал труп и не считал количество суставов. Нет, он пришел к этому числу на основании количества небес в китайских легендах. Так что информация сама по себе неверна с научной точки зрения. Есть чудеса, которые я называю чудесами из соцсети. Количество суставов в теле вовсе не 360. И невозможно сказать, что вот именно столько суставов есть в теле у всех людей. Количество суставов отличается от человека к человеку. У некоторых людей есть суставы, которых нет у других людей. Есть замечательное видео, я поделюсь ссылкой на него в описании. В нем доктор показывает каждый сустав в теле человека. Более того, он называет каждый сустав, указывает на его расположение и рассказывает о его форме. Нет, это неправда, грязный ты кефир. Наука подтвердила. Он подсчитывает их прямо перед вами, а также объясняет, почему невозможно назвать одно конкретное число суставов. Простой ответ. Плюс-минус 472 анатомические. Вот это в Ютубе есть ссылка на это видео, где по этой мускул-мануал, по этой книге он ведет, в общем, эфир. Называет каждый сустав, показывает эту книгу. Это научная книга. Вот что говорит наука. Где наука подтвердила, что в теле человека 360 суставов, это большой секрет. Это некая тайная наука, которая, кроме мусульман, никому не известна, на которую они ссылаются. Вариации. Что же я собираюсь сделать, так это буквально пересчитать их все прямо тут вместе с вами. Этот список, что я представлю вам, был рассмотрен двумя профессорами с докторскими степенями из Университета Британской Колумбии и еще одним профессором из Университета Western States. Вся информация же находится в этой книге Muscle Manual, изучение которой является обязательным во множестве университетов и колледжей по всему миру. Количество суставов в теле вовсе не 360. И невозможно. Как вы Количество поняли, суставов в теле- если в следующий раз вам кто-то скажет, что какой-то бедуин, неграмотный, дебил и баран в интернете будет говорить, что в теле человека 360 суставов, не верьте ему. В теле человека 472 сустава, а не 360. Инфо-цыганам не доверяйте.